Уже по традиции театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина закрывает сезон пьесой Карима Тинчурина. На этот раз на сцене «Привередливый жених», премьера юбилейного 80-го сезона. В нем были и фестивали, и премии. Альбина Салгараева о том, каким он запомнился зрителю и самой труппе. Ей 99, но она вновь на сцене. Речь о спектакле «Привередливый жених». Карим Тинчурин написал ее в 1915 году. Более музыкальная, без налета современность, но спустя почти век все так же актуально. Кто-то ищет любовь, а кому-то нужны только деньги. Этот спектакль я уже в 96 году ставил. Специально под этот спектакль была написана музыка и стихи. Покойный, к сожалению, Гульшат Зайнашева, композитор Мазгут Барахманович, живой, к счастью. И я решил возобновить. Поставили мы этот спектакль нынче в жанре классического водевиля. Я сначала такая служанка, вроде неопрятная, некрасивая, с такой мушкой, мушка красивая. Но в итоге я превращаюсь потом уже в лебедя. Не столько в лебедя, сколько в Золушку. Персонаж служанки достался ведущей актрисе театра Резиде Саляховой. Это не главная роль, но ключевая. А он ищет свое счастье где-то далеко, то есть ищет богатых. А я тайно люблю своего хозяина. В итоге, естественно, он понимает, что счастье рядом. И мы остаемся вместе в финале. Ну, как вы думаете, вообще в реальной жизни такая история возможна? Конечно, возможно. Надо искать положительную сторону отрицательных героев. В главного интригана и афериста перевоплотился Артем Пискунов. Отрицательного героя сыграть сложнее, чем доброго и порядочного человека, уверен он. Спектакль еще и комедийный, а значит, на актере двойная ответственность. Рассмешить теперь человека намного тяжелее, чем заставить его заплакать. Заплакать, понимаете, включить какую-нибудь там музыку, какую-нибудь там очень лиричную и прочитать монолог про какой-нибудь там трагичной ситуации, и все, люди заплачут. Это, в принципе, это очень близко. А рассмешить это требуется уже мастерство. «Привередливый жених» – одна из 6 премьер этого юбилейного 80-го сезона. Еще были «Приключения Чапполино», Джанни Родари, «Все мы люди», «Ремарка» и одна из эпохальных – драма «Последняя легенда». Впервые после громкой постановки «Гамлета» режиссер Рашид Загидуллин обратился к истории 16 века, страсти и интриги которой под стать шекспировским. Театр – организм живой, соответственно, все меняется, приходят новые артисты, уходят старые артисты. Кто-то, к сожалению, умирает. Также умирают спектакли, как живые организмы. Но на их смену приходят, рождаются новые. Поэтому все идет закономерно. Свой юбилейный 80-й сезон тинчуринцы закрыли сегодня, а следующий откроется уже по традиции в день рождения великого татарского драматурга Карима Тинчурина 15 сентября. Альбина Салгараева, Андрей Ключиков, столица.